Ну что ж, с удовольствием пожелаем вновь всем добрейшего вечера. Продолжайте смотреть телеканал ТНВ. И снова с вами программа «Вечерняя игра». И мы ее ведущие. Ну надо же, Лия Сергеева. Петр Нижинский. Здравствуйте. Очередная любопытная, интересная, увлекательная беседа вас ожидает. Ну и нас, конечно же, тоже. Будем играть в любимую игру деревяшки Дженга. И пить чай. И общаться сегодня мы будем с президентом общественной организации «Жемчужина Татарстана» Гульнарой Загрудиновой. Добрый вечер. Потрясающе выглядит президент. Я сразу вот так вот. Дженгу играть умеете? Я слышала, но не приходилось. Прекрасно. Значит, мы сейчас и научим. Давайте попробуем. Суть игры очень простая. Мы по очереди, но я думаю, мы будем вот в такой с тобой в тандеме играть. По очереди должны вытаскивать элементы. Вот. Второй рукой не придерживай. Одной рукой это делается, одной рукой. Мало того, что нужно вытащить, нужно еще и положить сверху. Задача наша очень простая — подставить друг друга. Очень добрая игра. У кого башня упадет, тот и проиграл. У кого башня упадет, это вот очень интересно. У кого башня упадет, тот Ой. запишет 4 альбома. Так. Вот. Вот. Пошла деревяшечка. Гульнар, мы вот с вами общались до эфира. Ой. Это позволительно, да. Главное, все остальное на месте. И я не знала, что, оказывается, конкурсов среди женщин с ограниченными физическими возможностями много. Я как-то все больше слышала про наш татарстанский. Самый масштабный же он считается. Ну да, мы вот даже ездили на выходных как раз-таки на премию «Серебряный лучник» и услышали столько много положительных отзывов, когда вот есть какая-то обратная связь. То есть молва идет по России. Да, все считают, что наш конкурс на федеральном уровне, его уже пора проводить. И, то есть, да, наш конкурс самый такой масштабный. Ну, это достаточно необычно, потому что, помнится, когда вы только начинали, было много голосов на тему: а зачем? Ну, у инвалидов и так проблем выше крыши, зачем им еще конкурс красоты, талантов и всего прочего? Вы не слушали, и тем не менее конкурс устроили, и, как показывает время, конкурс-то был нужен. Да, безусловно, то, что конкурс. Мы, когда провели первый конкурс, мы собирали отзывы, смотрели, год наблюдали, насколько конкурс помог девушкам в жизни, что самое важное является целью конкурса. И увидев то, что приносит очень положительные результаты, и девочки начали жить активной жизнью, и личную жизнь устраивать, что немаловажно, мы решили продолжать это дело и проводим до сих пор. Вот мне вообще интересно всегда точка отправления. Когда пришла эта идея, когда начали реализовывать, с какими трудностями сталкивались, опять же? Ну, идея пришла еще, когда после путешествий по Европе, то что там очень много людей с ограниченной возможностью здоровья, которые путешествуют самостоятельно, их можно часто видеть на улице, а у нас такого не было. И по идее, почитав то, что программа «Доступная среда» реализуется хорошо в нашей республике, мы поняли, то, что это все-таки какой-то психологический барьер. И изначально мы проводили дефиле, ну, что такое маленькое, да, у нас было 8 девушек, мы в преддверии 8 марта отшили по их индивидуальным особенностям фигуры одежду, макияж, прическа, и они дефилировали. Вы как-то вот какой-то клич бросили, да, по Татарстану? Или как вы нашли первых своих участниц? Мы обратились в общество НИКа, общество инвалидов, которые с удовольствием, девочки как будто ждали этого, то есть активных девочек очень много, и таким образом у нас получилось это провести. Когда-то вы очень точную фразу сказали, что для инвалидов можно устроить доступную среду, а мы хотим им устроить доступную душевную среду. Да. И, по-видимому, вы это сделали. Ну, я думаю, да, потому что мы не ограничиваемся количеством участниц. То есть в течение года мы еще собираемся
там снимаем домики, собираемся, общаемся, там и мальчишки к нам подтягиваются, и другие девочки, которые уже хотят в следующем году участвовать. То есть они в дальнейшем еще помогают другим своим знакомым, которые там, возможно, в какой-то жизненной ситуации оказался, именно вот перебороть себя, подать заявку на конкурс или что-то именно в работе, в жизни. И получается, таким образом у них это получается. Ну, то есть зачастую получается, опять получается. Главное, что получается. Хорошо, что все получается, да. Как говорил профессор Преображенский, кризис-то в голове. Конечно, да у всех. То есть у людей стоит просто определенный какой-то комплекс, и они говорят, ну как я, конкурс красоты, вы что, смеетесь, что ли? Да, и даже здоровые люди, то есть не готовы их в обществе видеть. Некоторые там опасаются. Ну, мы просто много историй слышали, то, что опасаются, думают, может, это заразно, там еще что-то. А на самом деле, потом, когда они видят их с другой стороны, они начинают сами общаться, начинают там переписываться, созваниваться с нами, вместе общаться начинают. И таким образом и у здоровых людей барьер стирается, и с той стороны барьер стирается, и получается счастливое, доброе. Люди начинают общаться, наконец-то. Да-да-да. Ну, сейчас мы как раз можем посмотреть сюжет про одну из ваших участниц вашего конкурса. Так что, внимание. Счастливые люди. Это видно сразу. С ними хочется общаться, ведь им известен секрет счастливой жизни. Знакомьтесь, семья Назаровых. Не так давно в их жизни произошло очень важное событие. Елена участвовала в конкурсе «Жемчужина Татарстана-2016» и завоевала титул «Креативная жемчужина». Волновал, хотел победить, хотел занять лучшее место. По его мнению, все получалось просто здорово. Такое ощущение, как будто ты уже не в той жизни, уже другой мотив жизни какой-то. Андрей поддерживает жену во всех ее начинаниях. Для него она та единственная, ради которой он готов свернуть горы. Поэтому, когда Елена решила принять участие в конкурсе, он нисколько не сомневался в ее успехе. Подняться на высшую ступень не получилось, но ничего страшного. Не все сразу получается. Самый счастливый момент жизни. Но все равно, что она побывала и получила звание, и получила такой заряд эмоций, то что это вообще здорово. Назаровы исполнили танец «Подснежник» и покорили зрителей и членов жюри. Елена придумала его сама, а поставить помогла Регина Габдрахманова. Благодаря хореографии удалось передать красоту и чистоту души нашей героини. Не каждый человек идет, стремится к своей цели, но у нее столько сил, у нее столько желания. И я удивилась, что в одном человеке столько желания жить и столько желания радоваться жизни. Она готова творить, готова придумывать что-то новое. Она подключила к идее всех, то есть были задействованы и дети, были задействованы и видео, и также мы подключили ее мужа. Елена очень целеустремленный человек. Она ставит цели и старается реализовать их, каких бы нечеловеческих усилий ей это не стоило. Сейчас она готовится к поступлению в техникум. Я самый счастливый человек. У меня есть любящий супруг. И я себя считаю человеком с неограниченными возможностями. И желаю себе счастья и еще больше счастья. Глядя на таких людей, понимаешь, что жизнь – это огромное количество возможностей, которые ограничены только нашим сознанием. Дерзайте, творите, и пусть у вас все получится. Удивительные у вас участницы. Да. Мне вот всегда было любопытно. Понятно, что любой конкурс красоты – это все-таки достаточно вещь субъективная. Кому-то из жюри нравятся брюнетки, кому-то блондинки, каждый выбирает на свой вкус. Как у вас происходит этот выбор? У нас выбирают еще, конечно, смотрят на силу характера, на какие-то жизненные действия, что они в жизни делают, насколько активно живут. То есть все это в комплексе. Также творческий номер, который они представляют, ответы на вопросы, как держатся на сцене. То есть очень много критериев, таких, которые выявляют
победительницу. На самом деле я хочу сказать то, что у нас все участницы победительницы. То, что когда уже подают заявку, мне кажется, это уже огромная победа, поэтому мы каждый награждаем номинации. У всех есть корона, лента, диплом. То есть подарки тоже практически одинаковые у всех. Ну вот мы увидели, кстати, в сюжете, что... Мы в сюжете много чего видели. Давай обсудим это чуть-чуть попозже. Давай, уговорили, ладно. Продолжается наша вечерняя игра. Я все-таки задам свой вопрос. Мы посмотрели сюжет о героине, которая принимала участие в вашем конкурсе. Видно, что поменялась судьба у человека. То есть, вот вы следите за своими, подопечными, как вот правильно? Да. Победительницами. Да, Участниками. Да, действительно, я согласен, что победители все, кто уже просто подал заявку. Да. С безграничными возможностями, сказала. Мне очень понравилась эта фраза. Да, конечно, мы следим, мы общаемся в общих чатах. Также у нас здесь принято в группе нашей опубликовать в своих каких-то достижениях, победах в жизни. А Лена Назарова, на самом деле, она очень активная, очень такая девушка, женщина, удивительная. У нее дети, муж любящий, который мы наблюдали, как их отношения такие очень милые, нежные. То есть у таких участниц, у них наблюдается не такие большие движения вверх, то есть больше... Потому что они и так уже наверху. Так уже наверху, они и так уже активно живут. Девушки, которые менее были активны, у них, конечно, да, видно колоссальный результат. В чем это проявляется? Очень много. На работу устроились, в Казань переехали, допустим, из Челнов. Это же большой шаг переехать, в Москву переехать жить. То есть устроиться на работу, жить самостоятельно. То есть это такой реально получается сильный стартап, что ли, скажем так, да? Жемчужина Татарстана. То есть и дальше в жизни. Я думаю, да, то, что не самой как бы это не ощутить, но по результатам мы видим то, что да. А правда, что изначально конкурс планировался только для участниц-колясочниц? Да, потому что мы смотрели зарубежные подобные конкурсы, они и в России тоже в основном устраивают только для колясочниц. Потому что тяжело, допустим, у кого-то со зрением проблемы, у кого-то на коляске, тяжело оценивать. Но мы решили тут все-таки остальных тоже не оставлять и сделали общий. А есть какие-то ограничения по диагнозу, по возрасту? Возраст, да, от 18 до 40 лет. Обязательно проживающие на территории Республики Татарстан, имеющие прописку Республики Татарстан. И все. Которые, конечно, смогут физически присутствовать, да, потому что они приезжают на 4 дня, они проходят тут мастер-классы, тренинги, генеральные репетиции, примерки. То есть это тоже интенсив надо выдержать по состоянию здоровья. Кстати, я тоже хотел только спросить, проводятся ли какие-то мастер-классы? Какие проводятся, кстати? Что делается? За 4 дня мы собираем всех в молодежном центре «Волга». И в течение 3 дней там проходят знакомства, тренинги именно как на сцене. То есть людей нужно познакомить еще и со сценой. Это же тоже большой стресс даже просто для человека, который вот все имеет. Действительно. И чтобы вот эти все свои резервы внутренние, они смогли применить именно этот день, вот проводятся тренинги, мастер-классы по макияжу, прическе, то есть то, что девушкам всегда интересно. И генеральные репетиции, конечно, основное время занимают. Примерки платьев, потому что мы отшили первый выход, они были все в одинаковых красных платьях. Вот этим мы занимаемся первые 3 дня, а потом уже сам конкурс проходит 4-й день, потом ужин праздничный, и на следующий день отдохнувшие все уезжают домой. А есть какая-то история, которая вам наиболее запомнилась, жизненная история ваших участников? Я уверен, что их много на самом деле, но я думаю, что есть прям вот... Я, будучи женщиной, наверное, для меня очень такая история Анастасии из Бугульмы, то, что она, будучи на коляске, вышла замуж, родила дочку. То есть, мне кажется, это прям такой очень приятный момент.
А вот в нашей редакции особенно запомнилась история вашей участницы, которая, будучи человеком с синдромом Дауна, мечтала стать фитнес-инструктором и потихоньку шла к своей цели. Давайте посмотрим. Давай. Правда, люди с безграничными возможностями. Да, про Ляйсан могу сказать, что это вообще человек, от которого исходит столько любви, столько тепла. Ее обнимашки, она всегда обнимает, всегда сердечки. То есть это действительно человек солнца. Я прям до сих пор скучаю по ее обнимашкам. Прям это не передать. Если вы с ней когда-нибудь увидитесь, вы поймете меня. И ее мама, конечно, которая, я считаю, прям великая женщина. То, что так устроить жизнь своего ребенка. То есть это, мне кажется, все-таки благодаря ей Ляйсан добилась своих высоких результатов. Выступлений ваших участниц на конкурсе родители там, наверное, давай вперед в зале болеют. Великая роль родителей вообще вот в этом во всем, я уверен. Да, это самое важное, потому что родитель учит с детства, как этот человек должен относиться к своему диагнозу, своим болезни или своим каким-то возможностям. И многие, я замечаю, которые не акцентируют родителей на этом внимание, то есть эти люди, они очень самостоятельные, то есть они живут полноценной жизнью. Даже вот у здоровых людей, если с детства родители ставят себе рамки, как-то учат жить, то эти люди живут в своем каком-то облачке. Вот такой у меня сразу вопрос возник. Что есть у людей с особенностями, скажем так, того, что нет у обыкновенных? Мне кажется, желание жить, вот прям получать вкус от жизни, то есть быть здесь и сейчас. Вот эти слова, которые мы слышим вроде постоянно, да, это вот в них есть. То есть и общаясь с ними, ты это понимаешь тоже. Вот вкус жизни. То есть они дорожат этим больше? Да. Возможно, нас сейчас смотрят девушки, женщины, которые хотели бы участвовать в вашем конкурсе. Как это сделать? Как к вам обратиться? У нас мы начинаем прием заявок ближе к октябрю. Публикуем это в своей группе «Жемчужина Татарстана». И на почту отправлять заявки. Мы берем всех первых 10 правивших. Почему так? Почему первые 10 только? Потому что первый год конкурса мы брали всех. Было 17 участниц, и это очень тяжело на сцене. Всем надо ждать, пока все покажут творческие номера, пока все выйдут. В отношении именно организации тоже тяжело, потому что легче уделять внимание, когда народу меньше. То есть, чтобы это был... более концентрированно будет. Да, концентрированно, готовые девочки выходили. Вот, и мы оставили 10. В прошлом году, правда, взяли 12. Я думаю, заявок-то больше. Было 12. Замена произошла. Одна девочка осталась в этом году, да. Владимир Штольц поучаствовал, Рустам Исхаков. То есть люди достаточно с громкими именами в Татарстане. То есть хочется спросить, пошла мода некая на добрые дела? На самом деле у нас, мне кажется, в Татарстане просто люди сами такие добрые, открытые, готовы делиться своим сердцем, так скажу я даже. И когда просто, возможно, иногда не знают, как это сделать, куда обратиться. А когда мы к ним обращаемся, рассказываем наш конкурс, идею, все с удовольствием идут. Это, без этих людей, без поддержки этих людей мы бы это не смогли сделать.
Потому что очень много людей, которые прикладывают свои усилия. Просто, получается, я как бы организатор, и поэтому я от всех говорю, то есть, ну, это очень много людей, поверьте. А вот не вы как... только Татарстана. Но, кстати, Казанова приезжала. Вот, отлично. Хотел такой тоже вопрос задать, я все как-то сразу. И Ксения Безуглова, которая тоже с первого конкурса с нами, которая поддерживает прям... И в Москве она там агитирует, рассказывает про наш конкурс. Как организатор, кого бы вы хотели пригласить себе в члены жюри, но пока это не получилось? Не было такого. Все получается. Все, кого вы запланировали. Единственное, Анну Седокову мы еще хотели в этом году позвать, но у нее у дочери день рождения было 8 декабря, она улетела в Лос-Анджелес себе домой, но отправила видео поздравления и подарила нашей победительнице запись песни совместно в Москве, в студии с ней. То есть, получается, никого уговаривать-то и не приходится. Все соглашаются сразу. Да, надо только немножко помочь. Чуть-чуть настоять. А ваши участницы сами определяют, в каком образе они будут выступать, с каким номером, что они вообще будут делать на сцене? Или подсказывают как-то режиссеры, постановщики? Да. Стилисты. Да. Что немаловажно, еще хочу сказать, то, что каждая участница, это со всей республики, совместно с Министерством культуры, каждая участница в своем городе, со своим отделом культуры готовит творческий номер. Идею мы просим, конечно, чтобы девушки сами, допустим, хотели что-то воплотить. У них была мечта, допустим, научиться играть на гитаре, я не знаю. Ну, что-то у них в голове, чтобы они думали, там 2 недели они думают, чтобы они сами хотели. Потом, естественно, они уже с этим отделом культуры, с режиссером их местным делают какой-то номер. Описание потом отправляют нам, мы уже смотрим, и потом уже они готовят. То есть тут еще и борьба режиссеров и домов культуры своего рода. Да, городов, я даже сказала. Да. Отлично. Детство у вас все-таки было не самым легким, и, насколько мы знаем, в 7 классе вы поехали в лагерь, но не как все дети отдыхать, а посуду мыть. Да. Тогда... Еще история про яблоко, я знаю, есть. И про яблоко история есть. Не про Apple, Не просто было в любом случае. Ну, мне кажется, у всех в те года сталкивались с этим. Было, да, непросто, но самое главное, все хорошо. Вы оптимист по жизни? Я оптимист, да. Большой оптимист. Трудности вас не останавливают, плюс к оптимизму вы еще и пробивной, скажем так, человек. Или вы не будете стучать в дверь, которая закрыта? Бьете. Не стучусь. Я считаю, что если судьба, это к тебе... Оно само дверь откроется. Откроется, да. Конечно, настоять надо, но прям стучаться, идти напролом, как танк, нет, это не мое. Ну вот на 3-м курсе, опять-таки, насколько нам известно, материальное положение у вас улучшилось, проблем в этом плане не стало, но как-то счастье... Не добавило. Добавило, конечно, но не столько, сколько хотелось бы. То есть какой-то душевной самореализации не хватало, наверное? Да. У меня в этом возрасте произошло осознание, потому что погибла моя лучшая подруга, и осознание жизни, то есть что я хочу в этой жизни. Я поняла, что жизнь-то моя, она одна, она сейчас, и что я хочу в эту жизнь подарить, да. В первую очередь это я хочу подарить ребенка, да, которого я родила. Я хочу, чтобы она была счастливым, полноценным ребенком и миру дарила только тепло, ну, по возможности, да. Почему у нас некоторые люди злые? Потому что им не хватило любви, понимания в свое время. И поэтому я хочу, чтобы моя дочь еще это видела и понимала осознанно это... То есть осознавала это и помогала таким людям тоже. Но не так, то, что прям заниматься, а просто добрым словом, улыбкой. И да, вот это осознание жизни реальной перевернуло немножко мою жизнь. А ваша дочь помогает вам в организации этого конкурса? Да, она постоянно участвует, на самом деле, в открытии. Да, в этом году только не получилось. Да, она постоянно с нами на встречах, все ее знают. Она очень такой необычный, добрый человек. Даже когда иногда у меня получается что-то, поругать ее. Получается. Ну да, это происходит раз в год, возможно. Она говорит: мама, что с тобой случилось? Но она у вас, похоже, девушка такая послушная, но своевольная. Да, она своевольная, послушная. У нее очень интересное имя, кстати. Да, Жизель.
С чем связано, что вы решили вот так Вы назвать балет дочь? любили? Да, я хотела, чтобы имя ни с кем не ассоциировалось, во-первых, ну, и не было очень популярное в жизни, потому что у меня само имя Гульнара, мне кажется, это такое самое популярное имя в Татарстане. Но если в Псков поехать, не популярно будет. Ну да. Ну вот хотелось, чтобы у нее было такое необычное имя, ни с кем не ассоциировалось, и что-то такое нежное. Такой на французский манер. Да, Жизель. А любите балет? Да. Что-то мы вдруг почему-то вспомнили. Это тоже способствовало, да, этому имени. А мужское имя какое вам нравится? Ну, я Сына бы думала как назвали? тогда Оскар. Сейчас пока не думала. Наверное, уже что-то можно будет пофантазировать. Оскаров тоже поприбавилось. Да, поприбавилось. Вот ни одного знакомого Оскара. У Леонардо Ди Каприо поприбавилось Оскаров. Вот с тех пор. Гульнар, давайте немножко снова вернемся к теме конкурса. Зарубежный опыт какой-то вы перенимали, то есть учитывали ошибки или, наоборот, какие-то плюсы? Ездили, может быть, на какие-то мастер-классы, семинары, специальные, ну, там, я не знаю, слеты, что ли? Или посмотрели, приняли к сведению и сказали, не, сделаем по-своему. Да, или набрали в YouTube-канале, там, ага, вот так надо, значит, делать. На самом деле, почему-то мы не смотрели, потому что не было такого опыта именно все формы инвалидности. Были колясочки, Ну, да. то есть вы, да, знали, что существуют такие конкурсы. Да, знали, откуда мы, кстати, вот Ксению Безуглову, она мисс мира среди женщин на коляске, выиграла в Италии. Там, в принципе, принцип тоже такой, но все выходят на колясках. Мы делали, отталкиваясь от своих возможностей, от своих идей в начале. У нас режиссер есть, постоянный режиссер конкурса. В прошлом году это была Катерина Урод, в этом году Анастасия Салахова. То есть с ними совместно мы воплощаем идею, что еще каждый год у нас есть своя концепция конкурса. Что-то новенькое вы все Да. время добавляете. Первый год это было, девушки у нас были как будто на колесницах, Древний Египет. Второй год это была зимняя сказка, потому что это преддверие Нового года было там елка, Дед Мороз. А вот в 2016 году это было звезды. У нас был парад звезд. Это жемчужины всех лет, кто смог приехать, выходили и рассказывали, как эта жизнь у них изменилась. Вот поэтому как-то идея рождается просто совместно. А нет желания немножко расширить границы конкурса и такую мужскую часть конкурса Ну, может быть, организовать? даже не красоты, прям вот непосредственно, Талантов. да, мужской, да, а вот как бы Ну, женских конкурсов хватает. Вот. я считаю, то, что... Мужик если- года. Если рядом с тобой, если в обществе очень много красивых, счастливых женщин, то мужчину будет этого Подтянутся, достаточно. да, подтянутся. Вот, собственно, я и победил. Не до конкурсов. Ну да. А вот многое все равно делается в наших городах для того, чтобы среда для инвалидов стала более доступной, а сами они говорят, Да. они это чувствуют, меняется город. Конечно. То есть в Все транспорте девчонки, какие-то условия улучшились, там, еще где-то. наши все девушки говорят, то, что условия вообще шикарные у нас в городе, тем более, если еще поедешь, вот, я рассказывала, нет, в Нижний Новгород мы ездили. Мгм. Серебряный лучник. я помню. Серебряный лучник, да. Там условий вообще нет. Мы ездили как раз-таки с победительницей первого года, с Таисией Козяковой. Это была ее идея подать заявку. И мы очень там потрудились, даже парковку не смогли, очень тяжело найти. Не подготовлен город. Да. Не обижайтесь, нижегородцы. Но мы это сказали, кстати, там мы это сказали. То, что И как у вас очень- приняли? Нас очень хорошо приняли, сказали то, что надо расширяться, делать федеральный конкурс. Есть уже. на что ориентироваться, сказали. Да. С ответным визитом пока не собираются в Казань, чтобы посмотреть, как все надо организовать. Ну, мне кажется, они сказали, зовите нас. В основном там было жюри московское. Как бы в Москве проходит, по-моему, подобный конкурс «Мисс Независимость», но все равно он тоже меньших масштабов. Да, сказали, зовите в гости. Мы сказали, хорошо. Но вы же еще достаточно профессионально увлекаетесь шитьем. Вы и сами разрабатываете, и ателье вы открывали. Да, я А сегодня вы в своем творении? Нет. ну Нет, на вот. самом деле это была у меня мечта детства. То есть с детства любили? Да, я ходила на кружок кройки 67 лет. И потом вот у меня была мечта именно об ателье.
такой прям полного цикла, где будут и ткани, и готовые изделия, и пошив. Вот я эту мечту Вы, наверное, смотрели осуществила. сериал «Просто Мария». А она шила, да? Да, она шила. Я тоже не помню, что она шила. Ну ладно. И вот, открывала ателье, 3 года работала, но потом у меня дочка пошла в 1 класс, это занимает очень много времени. И ателье я продала как готовый бизнес, что очень приятно, оно до сих пор работает и процветает. Так что... А что-то еще, может быть, хотелось открыть? Какие-то еще таланты? Таланты? Ну, вот на самом деле сейчас я пока, кроме таланта быть матерью, за собой ничего не замечаю. Это сильный талант. Ну да. Кстати, сегодня с утра я встречалась с людьми с Чувашии, с Республики Чувашия. Нам предлагают, да, там провести подобный конкурс. То есть определенные франшизы нарисовываются? Ну, пока мы договорились, что я поеду на их конкурс, у них талантов просто для всех. Там нет разделения здоровые и нездоровые люди. А общий конкурс, поеду, посмотрю, и потом что-то, может быть, совместное и сделаем. А уже как-то, я так понимаю, все чаще и чаще к вам обращаются, чтобы вы поделились опытом. Да, действительно, чаще спрашивают какие-то вопросы, потому что в Тюмени, по-моему, тоже конкурс вот начал проходить. Ну, то есть это еще что здорово, то, что это сподвигает людей и в других регионах тоже проводить такой конкурс. Сейчас мы ненадолго прервемся. Реклама на ТНВ. Вернемся скоро вновь. Вернемся. Хорошо, тут все общаемся, Гульнара, совсем забыли про игру. Да, был ваш ход. И хорошо ты про нее вспомнил. Да. А мы вот так. Мы пойдем на север? Нет, это было в фильме «Джентльмены удачи», где они играли в шахматы. Да. Вы прекрасно быстро учитесь. А давайте сейчас немножко пофантазируем. Каким бы... Это вот кто из вас сейчас? По-моему, все-таки это Петр. Подтолкнул. Ну что ж, это исторический момент в нашей программе. Первый раз у нас упала эта башня. Серьезно. Давайте строить из нее забор. Ну ладно, задавай вопрос, а мы пока оставим. Так вот, да, пофантазировать мы хотели до того, как у нас тут произошло обрушение. Биг-барабум. Очень биг-барабум. Каким бы свой конкурс видели, ну, допустим, бы лет через 15? Что бы вам хотелось? Вот если убрать организационные моменты, сложности, вот в идеальном варианте. Так. И будет ли он вообще через 15 лет? Ну, на самом деле, каждый год я думаю, что это год последний, потому что организация – это непростое дело. Единственное, что я сейчас хотела бы улучшить, это площадку проведения более масштабную. И, ну, конечно, призы хотелось бы, чтобы девочек уже отправлять отдыхать за границу, чтобы они видели мир, может быть, не только за границу, а там и по Российской Федерации, допустим, в Сочи. Хотелось бы такие подарки увеличить. Ну, то есть думаете о масштабной площадке, о очень серьезных призах, но при этом каждый год думаете, что это последний конкурс. Ну, это да. Я, конечно, в душе понимаю, что это не последний, потому что это все равно уже такое дело жизни. Через 15 лет, не знаю, может, это будет уже российский конкурс, который будет проходить в Казани. А вы путешествовать любите? Да. Есть любимые города? О, Италия. О, это прям... Почему именно Италия? Потому что там тепло, вкусно, отношения людей к тебе приятные. То есть там эти слова, разговор приятный. Нравится речь итальянскую слушать? Конечно. А никогда не хотелось уехать? Квадро формаджо. Я пиццу вспомнил. Я пиццу заказал между делом в программе. Никогда не хотелось уехать, ну, допустим, в Италию? Переехать совсем? Раньше я думала о переезде. Даже мы пробовали уезжать в Америку. Но что-то я поняла, то, что все-таки корни наши здесь. Да, тянет. И
Ну, то есть у нас условия жизни, это раньше было модно говорить, то, что у нас нет условий, у нас все плохо, я Отговорка такая переезжаю. хорошая Да. была. А сейчас я поняла то, что у нас в России, особенно в Казани, прям все условия есть для комфортной жизни. Прям хочу сказать большое спасибо нашему президенту. Пользуясь случаем, ну действительно, это же красота летом с ребенком гулять. Да и даже конкурс вот этот. Вы понимаете, да, что без нашего правительства это бы не было. Не было бы таких масштабов. Поддерживает, то есть, да, на уровне правительства? Конечно, это поддержка колоссальная. Почему в других регионах, возможно, такого масштаба не могут сделать? Потому что правительству неинтересно, возможно, этим заниматься. А тут начиная, я говорю, отдел культуры, отдел соцзащиты, это Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности при президенте, Министерство молодежи, вот почему проживает в молодежном центре «Волга», при их помощи. Это Министерство культуры, я сказала, Министерство труда и социальной защиты. То есть это поддержка, конечно, колоссальная. То есть так вот взялись всем миром и организовали конкурс. Это все республики, да, все республики организовали. Какой вы в детстве были? Я была спокойной, да, послушной девочкой. Не пацанкой? Нет, совсем нет. Мама говорит, у тебя было не видно, не слышно, идеальный ребенок. И такие, оказывается, бывают? Да, бывают. Единственное, я постоянно делала, у меня дома всегда, где-то с класса 2-3 я организовывала дома бизнес. У меня был дома ресторан. То есть бизнес-вумен уже вот с таких вот пор. У меня был дома ресторан, магазин. То есть не просто магазин, как там, бумажными деньгами, а золотом брали? Собирала деньги, на это покупала необходимые вещи, которые могут, там, у меня покупатели кто, родители, которым, может быть, будет необходимость, а идти в магазин им будет лень, и то есть я могла чуть подороже. То есть нужно потребителя вы уже тогда мониторили? Мониторила. Хорошо. И как родители покупали? Покупали, конечно, поддерживали начинание. Так вот, когда бизнес начался-то, а? Попробуй не купить. А школу любили? Нет. А учились как? Двоечницы были? Троечницы. Всю жизнь, да. А какой вот самый-самый нелюбимый предмет? Все. Я хотел спросить, а какой самый любимый? Ну, математика мне давалась легко. Остальное... То есть у вас больше такой математический склад ума. Вы не гуманитарий? Ну, я немного гуманитарий, немного математик. Не знаю, почему-то мне не нравилось никогда учиться ни в школе, ни в институте. Я понимаю свою дочь, которая сейчас не хочет учиться. Есть в кого? Есть в кого, да. А вы, уважаемый коллега, наверное, с удовольствием бежали в школу-то? Нет. Нет, к сожалению. Нас много тут таких нарисовалось вдруг. А как тогда получается, что дочку-то все равно надо и заставлять учиться? Ну, заставлять надо тоже, понимая то, что в таком возрасте такое количество информации, это очень сложно принять, и это может быть возникнуть, наоборот, отвращение от учебы в дальнейшем. Я стараюсь разбавлять ее учебу какими-то заданиями, которые в интересной форме. Это в игровой такой. В игровой, да. И, конечно, какими-то там занятиями. Она верховой ездой занимается, то есть мотивировать ее тем, чем она действительно любит заниматься. То есть все больше пряником, а не кнутом. Да, еще очень важно, конечно, педагог. У нас очень хороший педагог, которым она занимается, который нам говорит, то, что за оценки ругать нельзя ребенка. Я прям полностью согласна. И вот этими общими усилиями. А готовить вы любите? Да, готовить я люблю. Вот это я люблю. Есть коронное блюдо? Много, на самом деле. Я временами увлекаюсь, допустим, японской роллы, там суши, фунчозы, салаты. Иногда могу что-то татарскую кухню готовить, но в основном увлекаюсь более паста, пицца. Так есть захотелось. Какой, я хочу вопрос задать, можно? Пожалуйста, коллега. Финальный, скажем так, фильм, который вы посмотрели, вас впечатлил? Финальный фильм, вот я название-то не вспомню. Я не скажу последний. Так. Да, вот этот очень мне понравился, боже мой, «Верь в чудеса», что ли. Там про девочку, которая заболела. И это основано на реальных событиях. Мне очень нравятся такие фильмы.
Вот она заболела очень серьезно. И в какой-то момент родители перестали верить в Бога. А потом какой-то у них опять переломный момент случился. Вот они все там молились, и ребенок, в общем, произошло чудо, ребенок выжил. Ну, такое прям... Все так или иначе связано с вашим родом деятельности. А есть любимая книга, которую вы всегда с удовольствием можете перечитать? Книга с удовольствием. Так. Ну, их много, на самом деле, у меня в телефоне. Большая библиотека. Большая библиотека, да. А что-то одно выделить прям сейчас не вспомню. Ну, мне очень «Маленький принц», конечно, нравится. Это что такая литература. Опять? Тоже про доброту опять и помощь. Да, У да. вас есть мечта? Мечта есть, да, конечно. Нам расскажете? Не говорите, не Нет. сбудется говорить. Да, не сбудется. Не помогай. Но это как-то связано с вашим конкурсом? Ну, это общее, то есть это не то, что там что-то купить, чтобы что-то у меня было. Это общее состояние и окружение меня, что я хочу видеть. А вот сейчас у вас в машине какой диск стоит в магнитоле? Магнитол же это теперь называется. На флешках люди давно уже слушают. Или с Я телефона. динозавр. Не, у меня диск стоит. Саксофон. Музыка саксофон, да. Джаз? стоит диск. Нет, не джаз. Просто там, я даже не помню, там какой-то... Ну, такая Да, фьюжн спокойный, Да. лаунж. да. А сами поете? Когда в Нет. машине едете, допустим, В саксофон машине, да. В машине, да. А есть самая-самая любимая современная певица, которая вот, ну вот, Очень люблю Анжелику Варум и Леонида Агутина. Это прям мои фавориты. Это фанатская слеза пробилась? мои самые любимые артисты. Да, вот такое. Меладзе тоже нравится. Ну, то есть такие Тоже такая классические. нежная, душевная. Да. И знаете, у каждого есть что-то итальянское. Вот-вот, между прочим, того, кого не стоило бы ждать. О том, кого не стоило бы плакать. Да. Спасибо вам сегодня, что нашли время и выбрались к нам. Спасибо вам за такие интересные вопросы, что пригласили. На этом наша программа завершается. Творите добрые дела, действительно, будьте добры и открытие, что ли, этому миру. И мир будет открыт вам. Вот так. Всего доброго, счастливо.